Зимой здесь оставаться ночевать очень боязно, потому что заносит дороги. Зульфира Салахова каждое утро из деревни ездит в город на работу, но зимой предпочитает оставаться в Альметьевске. Если метель, то к утру из Холодной Поляны не выехать. Дороги чистить нечем. Если сюда, значит, приехала ночевать, уж не факт, что ты утром встанешь и доедешь до города. На работу успеешь. Поэтому мы боимся зимой здесь жить. Все время, и летом, и зимой у нас ветер дует. Все время ветер. Это деревня в 40 километрах от Альметьевска. Нет школы и детсада. Остались одни пенсионеры. Не дай бог пожар случится. Так ведь машина не проедет. И скорая помощь тоже так же. Многие годы односельчан выручал механизатор Ильфар Ризадинов, но его личный трактор устарел. Навряд ли я смогу в этом году чистить дороги. Аккумуляторы старые, топливную аппаратуру тоже не качает, не заводится. Вот как морозы пошли, не могу завести. В прошлом году жители решили на деньги самообложения купить трактор за 1,5 миллиона. Холодная Поляна – деревня небольшая, всего-то 50 человек. Чтобы попасть в программу самообложения и купить трактор, с каждого жителя пришлось собрать по 5600 рублей. Для деревни эта сумма огромная. Жители были уверены, что наконец-то этой зимой проблем с уборкой не будет. На собранные 300 тысяч государство добавило 1 200 000 рублей. Жители ждали. Вот-вот в их село въедет новенький трактор. Вот и снег выпал, а его все нет. В итоге сколько месяцев? С апреля месяца. А в январе месяце опять цены поднимут. Там уже не хватит наших денег на трактор, скажут. И что мы? Как нам пояснили в исполкоме района, такая задержка связана с торгами, без которых не могут освоить государственные деньги. Исполком все необходимые документы в комитет по закупкам отправил в указанные сроки. Прошли все экспертизы, но, к сожалению, при уже определении поставщиков выяснилось, что поставщики, оказывается, не находятся в реестре товаропроизводителей, которые допускаются к реализации своей продукции на территории Российской Федерации. Из-за этого торги не состоялись, и 66 поселений по всей республике технику в срок не получили. Как нам пояснили в исполкоме, следующие торги будут в январе. Если к этому моменту цены останутся прежними, то есть шанс, что к концу зимы трактор доедет до глубинки. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район.